І зараз Ігор Ейдман до нас доєднується, соціолог та російський опозиціонер з Берліна. Ігор, я перейду на мову країни-оккупанта, країни-террориста. Привет, Игорь. Рад тебя слышать. Игорь давно, просто чтобы зрители не все знают, давно живет в Берлине уже и занимает четкую проукраинскую позицию. Он один из организаторов, вдохновителей всех акций проукраинских в защиту крымских татар против войны еще тогда, когда ее не называли войной, многие в Германии. Вот. И мы видели, я начну просто с самого ужасного, что пришлось наблюдать касательно Берлина, где ты живешь, да, вот это безумная демонстрация местных орков, да? А кто они, кто эти люди? Говорят, это вот немцы по Волжье из Казахстана, которые там в Германии прилагают. Кто-то еще. У кого пришло в голову после таких кадров и вот этого всего выйти в поддержку этой террористической войны? Вот что это за явление и как власти Германии могут с этим бороться? Ну, напомню, что на выходные прошел автопробег с участием около 5000 автомобилей. Ну, по крайней мере, меньше. Организаторы говорили такую цифру, с русскими флагами, русскими песнями в поддержку войны в Украине. Прошу вас. Да, это, конечно, была совершенно чудовищная акция, чудовищная. Там, конечно, не 5000 было, а 900 по данным полиции автомобилей. Нет, даже не автомобилей, а людей 900, а автомобилей около 400. Но все равно это чудовищно. Совершенно. Это было просто возмутительно и так далее. Но и это совершенно не стихийная вещь. То есть это целенаправленная кампания, которая идет уже с начала вот этого нового витка агрессии, с начала широкомасштабного вторжения в Украину российских войск 24 февраля. Здесь идет целенаправленная кампания русских немцев или русскоязычных людей, которые живут в Германии. Их, во-первых, среди них создается сознательно ФСБ, там, я не знаю, ГРУ, кто этим занимается, посольство, Россотрудничество. В общем, весь этот букет путинских бандитов и шпионов, которым здесь в Германии очень много, в Берлине полон, что называется. Вот этот весь букет, он сознательно раздувает кампанию, значит, сначала истерии у русскоязычных, что теперь нас здесь будут обижать, значит, нас тут типа не уважают, обижают, и детей наших будут травить, и все такое. Это все делается в социальных сетях, в ТикТоке и так далее, и так далее. Это не первая же акция. Они проводили здесь и около Бранденбургер Тор подобную акцию. И еще того хуже, в Дрездене их спровоцировали, значит, путинские агенты на то, чтобы они провели акцию против украинских беженцев и распространяют, опять-таки, агенты по сети фейки о том, что типа украинские беженцы какого-то мальчика тоже там в трусиках чуть не распяли или избили до смерти. Естественно, что немецкие правоохранительные органы этим занимаются. И в том числе этот фейк был разоблачен, а те, кто его распространял, их просто на них наехали, и они были вынуждены оправдываться. Надо сказать, что допустили вот эту чудовищную акцию, несмотря на наши протесты, мы даже подписи собирали, немецкие власти, типа под предлогом, что у них свобода и, значит, нельзя ограничивать людей в мирном волеизъявлении. Но, естественно, что в Берлине уже запрещен, как свастика, запрещена этот знак Z, и любые как бы пропагандистские действия в пользу войны. Но эти хитрые же, они не делали вид, что они не за войну, они делали вид, что это они просто защищают русскоязычных, значит, немцев или выходцев из бывшего СССР в Германии от какой-то мифической дискриминации, которой, естественно, здесь нет. Вот, кстати, мы сейчас видим организатора этой акции, это был такой владелец небольшого автосервиса в Берлине, Веста. Но это, естественно, подставное лицо, за ним стоит посольство и спецслужбы российские. Никаких сомнений у меня в этом нет. Вот такая вот ситуация. Я прошу вот наших зрителей, кто находится в Берлине, украинцев, посетить этот автосервис, объяснить какими-то вежливыми словами, что работать на ФСБ, это может быть наказуемо в ближайшем будущем. Я хотел бы по конкретике спросить, Игорь, а есть ли возможность как-то, с ними разговаривать бесполезно, тем более, когда на сотни тысяч евро им из Москвы привозят каким-то образом, переводят, только запреты, только показания, только наказания, только конкретные
сроки. Есть ли такие инициативы? Потому что это такой позор для Германии сейчас, во время террористической этой войны. Что-то с этим надо делать не на уровне там дискуссий уже, потому что тут не дискуссии, тут сотни людей убитых, это только то, что мы видим в деоккупированных местах. Да? Что там под оккупацией сейчас, вообще никто не знает. Там, наверное, в 100 раз больше. Я боюсь даже предполагать. Да, ну, во-первых, тут надо отметить, что сама как бы немецкая общественность, истеблишмент немецкий был шокирован проведением этой акции. То есть они с дуру разрешили ее, это просто на уровне полиции. А потом, когда увидели, сколько там народу, да все-таки много, там около 1000, как я сказал, 900 человек, был шок. И тем более это произошло в один день с обнародованием этих страшных кадров из Бучи. И уже и в прессе и пишут об этом, и, значит, уже на уровне Берлинского сената люди пишут и говорят, что это была ошибка, что их разрешили, что это вообще-то призыв к войне, путинская пропаганда и так далее. Я думаю, что их больше не разрешат. Я практически в этом уверен. Такой подобные акции, разве что, может быть, какие-нибудь камерные совсем. Но такие автопробеги, я думаю, не разрешат уже больше, по крайней мере, в Берлине точно. Это первое. Второе. Что делать? Да, безусловно, в немецком законодательстве есть ответственность за призывы к войне, к насилию. И они же хитрые сволочи, они эти призывы не выдвигают. Более того, даже в их сетях, мы же отслеживаем это, в их сетях было такое, что ни в коем случае не клейте Z и Victory на машины, потому что это запрещено. То есть они тоже знают немецкое законодательство. Но иногда, конечно, пробалтываются. Вот те, кто пробалтываются, их, конечно, будем прессовать в полицию. Тем более, они же еще некоторые совсем глупые. Они пишут всякие угрозы в личку нашим активистам антипутинским в Берлине, и их, соответственно, тоже все это подается в полицию. Другой вопрос, что немецкая полиция в таких вещах очень нетороплива и гуманна в плохом смысле этого слова. То есть они будут очень долго, естественно, телиться, запрягать, и к чему это приведет, неизвестно, но я надеюсь, что на уровне не полиции, а других органов, да, которые существуют и в Германии тоже, там все это отслеживается, и, что называется, досье растет, и при необходимости они будут изолированы. Знаете, просто по видео даже жуткий контраст, когда видишь мирный, спокойный, сытый Берлин, и потом в склейку идет разгромленная Буча, где лежат трупы украинских мирных граждан. Просто с ума можно сойти от одной склейки. Я хотел, Игорь, вас вот о чем спросить. Прокомментировал спикер Министерства внутренних дел Германии вот этот автопробег. Он сказал, что для нас важным есть то, что мы с начала войны подчеркивали, что война это не должна быть перенесена в наше общество ни украинцами, ни русскими, ни немецкими русскими, которых много в Германии. Это путинская война, а не война русских в Германии. И точно не война украинцев в Германии, сказал представитель Министерства внутренних дел Германии. Поэтому служба безопасности очень внимательны, и если есть правовая возможность вмешаться, это делается, сказал представитель. Я хотел у вас спросить, вот насколько популярна идея, которую высказал Олаф Шольц, канцлер Германии, о том, что это война Путина лично, а не война россиян. Поэтому нельзя всю ответственность перебрасывать, перекладывать лично с Путина на обычных русских граждан, которые его избирают. Прошу. Да, вот и это высказывание очень часто цитируется, но мне кажется, что его немножко не понимает смысл этого высказывания. Смысл высказывания Шольца было не в том, чтобы, значит, отмазать русских от войны. Да, во-первых, это невозможно, а во-вторых, никакой мотивации у него для этого нет. И смысл этого высказывания было в том, чтобы оправдать действия Германии против России. Дело в том, что, как известно, чтобы это не вызывало какое-то негативное отношение в обществе. Как известно, у Германии там комплексы застарелые по отношению к России, во-первых. А во-вторых, такое мнение тут есть, и оно активно распространяется российской как раз пропагандой, что Путин, значит, и нынешние власти российские представляет 140-миллионный народ, который, значит, там с историей, культурой, бла-бла-бла. И поэтому, с ними надо считаться. А Шольц ставит вопрос по-другому.
Да, мы, конечно, рады были бы считаться с народом, но Путин — это узурпатор, который этот народ не представляет. И поэтому против него все средства хороши. И поэтому надо продавать и отдавать оружие Украине, поэтому надо вводить санкции. Мы как бы вводим санкции не против России, а против Путина. Хотя де-факто, конечно, они против всей страны, да, против государства, по крайней мере, которое путинского государства, путинского режима. И это, то есть таким образом Шольц довольно осторожный и хитрый политик, он как раз обеспечивает зеленую дорогу, да, зеленый свет для антироссийских, в кавычках, да, или антипутинских, как ему удобнее говорить, мер по сдерживанию этого преступного режима, по сдерживанию его войны. Так что это тактический ход, который, наоборот, собственно, облегчает задачу противостояния против путинского режима или про путинской России, как вам угодно. Ну, видишь, как важно трудности перевода, да, политического, потому что в Германии действительно другой дискурс, он очень долго был другой, и ты бился там просто об лед, и казалось, что этот лед никогда не пробить. Но сейчас видно, что и позиции всех немецких политиков, но риторика меняется просто каждую неделю другая, и каждый, может быть, 3 дня другая. Вот скажи, что наиболее сильно влияет и на политикум, и на общество немецкое? Они почувствовали все-таки реальность того, что Путин может начать войну и во всей Европе? То есть нет у него границ каких-то ментальных для того, чтобы это сделать, да? И он сказал, что все, кто по-русски говорит, все, значит, соотечественники, а в Германии по-русски говорящих, вот мы увидели только маленькую часть этих русскоговорящих, не говоришь про другие страны там и так далее. В Германии, правда, много. Или же все-таки переворот такой в сознании произошел из-за тех террористических зверств, которые русская террористическая армия натворила в Киевской области, ну и в Мариуполе, понятно. Вообще переворот произошел уже 24 февраля, вот буквально, по-моему, на следующий день или через день Шольц как раз выступал в Бундестаге, и это было абсолютно революционное выступление. Почему? Потому что он полностью все нарративы поменял. Он впрямую сказал, что мы теперь больше не считаем, что Россия какая-то жертва войны, там, так далее, как мы считали с времен Второй мировой. Мы теперь избавлены от этих каких-то комплексов, и мы будем с ней противостоять, с ней бороться. И выделяется 100 миллиардов евро на немецкую армию. Это просто фундаментальный шаг, который изменит баланс сил в Европе капитально. И 100 миллиардов евро немцы умеют тратить деньги в дело, да, не разворовывать, как это делается в России. Значит, за несколько лет превратит германскую армию в первую в Европе. Первую, включая, то есть и российская там рядом даже лежать не будет. То есть, и вторую в мире, я думаю, может, третью после американской, китайской. Вот. Но, собственно, это мощнейший, я считаю, шаг, и этот проект будет реализован, я думаю. Собственно, это меняет баланс сил в Европе, ни больше, ни меньше. Что касается, боятся ли они ядерной войны, безусловно, боятся. И слухи о том, что Путин готов нажать на кнопку, красную кнопку, они распространяются по всей Европе, не только в Германии. Значит, и мне рассказывали, что там сидят французские генералы, да, на ток-шоу во Франции и рассуждают о том, что американцам точно известно, что происходит в бункере, они его там прослушивают или что-то, и что безумный Путин готов нажать на красную кнопку. То есть это обсуждается всеми. Значит, другой вопрос, что они готовы делать. Первыми они нажимать на красную кнопку, конечно, не готовы. Это понятно. Но сдерживать его любыми средствами, естественно, готовы. У них другое дело, что у них нет такой мощной разведки, как есть у США. И я думаю, что они не могут спланировать какую-то, не знаю, операцию по устранению там путинской верхушки. Но я думаю, что я практически уверен, что это разрабатывается сейчас в Америке. Такие проекты, по крайней мере. Обсуждается в Германии вариант переворота или убийства Путина, или революции, не революции, дворцового переворота, так? Нет, в Германии они, как я уже сказал, они все-таки в НАТО и вообще в западном мире, Германия, не является наиболее пока, по крайней мере, может быть, сейчас Шольц вот 100 миллиардов эти вольет, и эта ситуация изменится, не является какой-то ударной силой. Ударная сила западного мира – это США. И такие вещи, как нейтрализация путинского режима, это задача американских властей.
американских властей, может быть, в союзе с британскими властями, то есть, как любят говорить, да, сейчас модно, да, англосаксонского, что ли, мира. Немцы, они все-таки после Второй мировой войны стали пацифистами повальными. И они, как я уже сказал, может быть, сейчас будет какой-то переворот, но все это время, особенно и при Шредере, и потом при Меркеле, они просто избегали всячески даже готовиться к каким-то силовым методам, силовым решениям. Запустили свою армию и так далее. Игорь, ну знаете, мы вам скажем такое, я от себя скажу, что болевой порог украинцев уже настолько высокий, что даже если какой-то один город будет уничтожен, какой-то, не дай бог, украинский тактическая ядерная ракета, украинская нация не сдастся. Это, мне кажется, тоже какая-то иллюзия Путина, что применив точечно где-то ядерное оружие, он победит Украину. Но это мое субъективное мнение. Нет, я думаю, что вообще, если бы он, не дай бог, бы такое случилось, и, значит, он применил бы ядерное оружие, это привело бы к ядерной войне. Просто. Игорь, да, мы против войн, поэтому надеемся, что этого не будет. Хотел у вас еще напоследок спросить о культурной и, может быть, спортивной дипломатии. Мы говорили о том, что братья Кличко очень популярны в Германии. Приезжал Владимир на прошлой неделе, несколько дней назад в Германию, вел какие-то переговоры с политиками, наверное, с общественными деятелями. В то же время, вот я знаю, что матчи немецкой Бундеслиги начали прерывать в России. 2 матча, это Боруссия Дортмунд-Лейпциг и Боруссия Мюнхен-Гладбах и Майнц. Да, трансляции начали прерывать в России, поскольку на футбольных матчах демонстрируют украинский флаг и текст «Поддерживаем Украину». И из-за этого полностью срывается трансляция на русских телевизионных каналах. Как вы... То есть спорт вне политики или спорт все-таки является частью политики? Как вы оцениваете? Ну, вообще спорт как бы вне политики, но спорт может быть и является, да, частью борьбы за мир, да, то есть спортивные деятели немецкие, безусловно, они и на уровне государства, да, то в той сфере, да, спортивной, естественно, они выступают против российской агрессии, против этих зверств, этого безумия, за мир, и естественно, что российские спортсмены совершенно законно и правильно дискриминируются сейчас в мире, потому что невозможно, да, одновременно убивать мирных граждан сотнями и участвовать в каких-то спортивных соревнованиях, да, поднимать там свой флаг или даже без флага участвовать. Вообще надо сказать, что Россия сейчас в спортивной сфере беспрецедентно дискриминирована. Такое было только с режимом апартеида в ЮАР, когда им запрещали участвовать в международных соревнованиях спортивных. Даже с Советским Союзом никогда такого не было.